С 3 по 9 апреля в Екатеринбурге проходило первенство России по пауэрлифтингу «Жим» и «Жим классический» среди девушек и юношей до 18 лет, а также среди юниоров и юниорок до 23 лет. Всего на соревнованиях выступило 250 спортсменов из 46 регионов страны. Республику Коми представляла команда из 6 человек, половина – воспитанники секции Сергея и Антона Балтинских. Команда Республики Коми завоевала на первенстве страны 6 медалей, 4 из них принесли интинские спортсмены. На днях ребят и их тренеров с этим достижением поздравил глава муниципального округа Инта, руководитель администрации Григорий Николаев. Наставник спортсменов Сергей Балтинский с гордостью поделился успехами своих воспитанников. На соревнования выезжали Валерия Митина, Екатерина Чарикова и Александр Коптев. Результаты очень хорошие, борьба была, конечно, основательная. Единственное, сразу скажем, мы как молодого парня возили, опыта набраться, стечение обстоятельств ему досталось медаль. Но это Бог, видно, ему дает на будущее, что он потом на следующий год он уже попрет. Лера Митина, это у нас вообще самая именитая, вот сейчас мы про нее статью делаем, самая именитая спортсменка не только Инты, почти Республики Коми. Инты, со дня его основания, нет ни одного человека, который рядом стоял, просто рядом стоял. 12 золотых медалей на России, Европе и международных соревнованиях, из них 6 золотых. Катя догоняет. В копилке Екатерины Чариковой 4 золотые медали с крупных первенств и чемпионатов. Но ее победа еще впереди, уверяет тренер, ведь девушке всего 17 лет. На прошедших соревнованиях она взяла 2 медали – серебро и золото. Результатом и девушка, и ее наставник довольны. Победа позволила интинке выйти уже на чемпионат России, который пройдет в мае в Москве. Но было непросто, признается Екатерина. Сейчас были соревнования в Екатеринбурге, в моей номинации было 6 человек. Вот. И тоже нервов много ушло, потому что переезд в другой город у нас тоже много времени заняло из-за того, что у нас не на самолетах никак, только поезда, там 3 дня ехали до туда. Тоже настроение бывает немножко не очень, перепады давления, как-то привыкание к другому городу, к другому месту. Как-то тоже по-разному всегда получается приготавливаться, настраиваться на своих соревнованиях. Екатерина учится в интинском филиале Воркутинского колледжа на графического дизайнера. Занятия спортом девушке не мешают, наоборот, тренировки позволяют расслабиться, а участие и победы в соревнованиях дают уверенность в себе и адреналин. Вообще спорт этот очень понравился почти сразу же. Я сюда попала, можно сказать, случайно. Я раньше просто для себя ходила в зал, и меня брат мой старший познакомил с Лерой Митиной. Вот, она меня сюда пригласила, чтобы просто попробовать для себя узнать, как это. И вот мне как-то сразу так хорошо пошло, мне очень понравилось тоже, решила остаться здесь. Медали я не помню сколько, но для меня больше нравятся 2 мои медали с Содружества нации в Туле. Проходили в декабре вроде бы. Вот для меня они вот больше всего дороги ко мне. Ну, как-то Содружество нации, это высокий уровень соревнований, тоже первые мои международные соревнования, вот как-то вот. Екатерина Чарикова взяла золотую медаль в дисциплине жим в весовой категории 84+, и серебро в жиме классическом в этой же весовой категории. Валерия Митина в дисциплине жим в весовой категории до 63 килограммов среди юниорок до 23 лет стала серебряным призером. У Александра Коптева бронза в жиме классическом в весовой категории до 120 килограммов среди юношей до 18 лет. У нас, для интинцев, вы герои на самом деле, потому что у вас результат есть, стремление есть. Молодцы. Так держать победы. И надеюсь, на международный уровень зайдем. Вам всем низкий поклон, успехов, удачи, всего самого наилучшего. Секция пауэрлифтинга продолжает наращивать количество медалей крупных соревнований. Сейчас в их копилке 62 награды различного уровня, в том числе 20 золотых с первенств Европы и страны, а также международных соревнований.